Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь за следующие 10 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную и нужную информацию. Ох, рыбы. Одни рыбы. Смотрите, раз рыба, два рыба. Деньги. Придут деньги, либо доходы, да? Поступление денег дважды. Здесь где-то через 3-4 дня. А вот здесь где-то на 8-9 день деньги придут. И рыбы, я вам скажу, не мелкие. Это не мелочь по карманам. И это прям хорошие такие суммы приходят, да? Дважды. Так, еще. Смотрите. Вас очень сильно удивит то, что начнет происходить буквально, вот не знаю, понедельник, вторник. Понедельник вечер, вторник утро, либо день. А здесь придут такие оглушительные новости, что вы аж на месте не сможете усидеть. Здесь вот прям что-то грандиозное, либо что-то случится, либо что-то начнет решаться. Вы прям, знаете, подпрыгиваете и успокоиться не можете. Но улыбаетесь, да, улыбаетесь. Вам приятно это все, очень приятно. С кем-то будете много говорить по поводу происходящего. Либо узнавать будете подробности, либо наоборот кому-то рассказывать, что вот представляешь, тут такое. И удивление и восторг, и все это смешивается. Засыпать трудно будет, да, потому что вы будете прям возбужденно об этом всем думать, удивляться будете очень много, да, восторгаться. Какое-то грандиозное событие, либо какая-то серьезная проблема начинает решаться, либо возможность решения появляется. Может, какие-то нужные люди всплывают, как можно с ними договориться. Может, еще что-то. Может, в личной жизни у вас что-то грандиозное будет происходить. Может, там еще где-то. Ну, точно настроение у вас прям в пике. И много общения показано, да, вот с кем-то будете говорить. Дальше. Здесь вот показывают женщину, такую вот вредную женщину с плохим характером. Такая, как стерва какая-то. И эта женщина, вы как-то вот... это, конечно, прозвучит не очень прилично, но как будто бы вы ей пендаль даете. И причем сильно даете. То ли она придет права качать, то ли придет устроить ссору, то ли как-то себя очень дерзко, нагло будет вести. Знаете, вот прям оборзела. И вы, недолго думая, да, на нее время особо не будете тратить. Вы просто возьмете ей под зад коленом, да, либо там, ногой. Ну, как получится, так и сделаете. Конечно, она этого не ждет. Конечно, она растеряется, да, может расплакаться очень сильно, может пойти и жаловаться на вас. Но это уже не важно. Важно, что случится то, что должно случиться, да, вот неизбежное случится. И я вам так скажу, что бы эта женщина потом не делала, но наглеть она точно больше не будет. Вы ей раз и навсегда отобьете всяческое желание вас задевать, вас задирать, либо какие-то права качать. Вот этот поджопник, извините, она будет помнить до конца своих дней. Да, она его не забудет. Он ей болеть будет каждый день, каждую минуту ее жизни.
Вот. Но вы для нее превратитесь в страшного человека, с кем нельзя, просто нельзя шутить, да, нельзя перегибать палку. Видно, она ваше хорошее воспитание, ваши идеальные манеры воспринимала за слабость и думала, что можно вот ходить и делать вам нервы. Но вы тут жестко очень с ней поступите, хотя по-другому она не заслужила. Вот прям показано, что поджопники ей дают. Волшебный пендаль, да, который перевоспитает эту женщину и превратит ее в более-менее адекватную. Вот. Доигралась, да, допрыгалась. Возможно, вам это не свойственно, возможно, вы так в принципе никогда не поступаете. Но тут прям нашла коса на камень. И терпеть вы тоже не станете. Может, у вас такое настроение будет, да, прекрасное, а тут она лезет к вам, а вы ей такая: иди отсюда, да, чтобы я тебя не видела. И да, не увидите, будет оббегать, обходить вас 10-й дорогой. Будет ходить, как-то, знаете, глаза прятать, чтобы лишний раз там не нарваться, зная вашу силу, ваше умение решать проблемы, да, чтобы не нарваться, будет оббегать. Так, еще. Здесь вот какое-то большое дерево. Дерево, которое будут что? Выкорчевывать, я так понимаю. На месте этого дерева что-то новенькое, как новое молодое деревце посадят. Старое дерево, гнилое дерево. Возможно, речь идет про отношения, да, отношения, которые уже прогнили насквозь, отношения, которые уже как тяжелое бремя, да, давлеют на вас. И, может, вы долго не решались, а теперь вы скажете: ну, слушайте, ну сколько можно, да? Сколько можно? Зачем это все нужно? И вы просто вырываете это дерево с корнями, хотя там, наверное, и корней особо нет, там, ну, как трухлявый пень какой-то. И на место этого дерева будет посажено новое, молодое, красивое, здоровое, полноценное, да, которому расти и расти, пускать корни, цвести, давать плоды. Смотрите, это не обязательно про отношения между мужчиной и женщиной. Здесь могут быть отношения с родственниками, с некоторыми. Также могут быть отношения рабочего характера и дружеские отношения, да, дружеские. То есть, возможно, вы закрывали глаза, а когда это уже делать невозможно, вы говорите: все, ну тогда хватит, да, нужно вырвать это гнилое дерево, гнилой пень и посадить новое дерево. Это очень правильное решение и своевременное. Я вот, знаете, что думаю? Кто будет смотреть эту отсыпку в августе, то, скорее всего, на вас повлияет коридор затмений, да, который буквально у нас на следующей неделе начинается. И вот пройти в эти врата льва, да, непредсказуемые события, непредсказуемые явления, ситуации, поведение, энергии, да, это все, конечно, будет куролеситься. И много всего такого будет происходить, о чем вы сейчас не думаете, либо, по вашему мнению, вы на это не пойдете, либо вы на это не способны. Вот прям будете сами себя не узнавать. Но при этом, поверьте, все это идет на пользу, да, на пользу. У нас врата льва как раз в новолуние вместились, и поэтому все новое пойдет вам однозначно на пользу. Так, дальше. Что-то вам придется писать. Не обязательно руками, да, может, на компьютере будете набирать, может, еще каким-то другим образом. Какой-то объемный текст. А может быть, это какая-то объемная переписка, да, может, какой-то вопрос будете решать посредством интернета, там, деловой этой переписки. Может, вы кому-то обращение будете писать, отправлять, может, еще что-то будете делать. Ну вот прям пишете, я вижу. Для кого-то это уже непривычное, да. Ну а для кого-то, наверное, наоборот, потому что не все можно сказать словами. А когда ты пишешь, да, там как бы уже можно поиграть с этой темой, да, поиграть со словами и высказать то, что нельзя сказать в глаза, да, как бы неплохо на самом деле. Следите за тем, чтобы у вас не было технических и грамматических ошибок. Да, это очень важно, потому что тоже будут поэтому оценивать. То есть написали, прочитайте, проверьте, потом только лишь отправляйте. Да, наспех отправлять не надо. Потому что, знаете, вот если на компьютере там эти функции, да, которые там слова подставляют, может такое получиться, что потом сами будете дивиться, да, и говорить: а как такое могло быть, да, я же этого не писала.
Вот. Ну и как бы, да, грамматические ошибки тоже нужно корректировать. Так, дальше показывают какого-то дедушку с палочкой. Может, в принципе, да, человек опирается на палку, может, это и не дедушка, просто у человека проблемы с ногой, с ногами, да, и пользуются этой тростью, да, может, это вообще костыль какой-то. Либо у кого-то отыграется, что это действительно пожилой человек, который передвигается при помощи трости, да, с тростью передвигается. Это человек внешне выглядит как прям такой, ну, благородный джентльмен, да, воспитанный, но при этом у него грязные намерения. Да, человек может просто приставать к вам в наглую, в открытую, никого и ничего не стесняясь, и предлагать вам всякие пошлости. А вы, например, не готовы, да, либо вы, ну, привыкли уважать старость, либо вы, допустим, не привыкли к такому обращению. Тут прям может даже небольшой скандал случиться. Да, старый пень, а туда же, да, старые дрожжи. Ну, что есть, то есть. Я вас предупредила. Близко к себе людей, которые опираются на трость, либо пользуются какими-то вспомогательными средствами для передвижения, не подпускайте. Иначе будет конфуз. Иначе разврат какой-то тут прям показан, неожиданный. Ну, понятно, что это не поднимет вам настроение, но можно этого, наверное, избежать, раз показали. Еще с пустой миской к вам придет некий человек, просить у вас что-то будет, да? Деньги, ресурсы, помощь может попросить. Да? В принципе, миска, она что угодно может означать, но миска пустая. Да, действительно, у человека нет. Человек не играет с вами и нет желания вами пользоваться, да? За ваш счет что-то делать. Нет такого желания. У человека действительно нужда. Нужда приведет этого человека к вашему порогу. Если вы готовы проявить свое благородство, самое время, да, вы можете помочь. Если вам нечем помогать, ну так честно и скажите, что извините, у меня у самой там закрома пустые. Вот. Человек не обидится. Человек не обидится. Если есть возможность, помогите. Нет возможности, объясните, да, что нет такой возможности. Но у человека действительно есть проблемы, и именно нужда заставила этого человека к вам прийти. Так, еще какой-то лабиринт. В лабиринте заблудились люди. Их то ли двое, то ли трое. Скорее всего, двое. А третий — это, наверное, вы. Вы каких-то людей из лабиринта будете выводить. И вам так понравится, да, какие-то сложные задачи решать, какие-то квесты проходить. Может, это действительно какая-то игра, да, для взрослых. Но может и не игра, да, может быть, для кого-то это прям беда, ситуация, а для вас это вот как пальцами щелкнуть, да, очень легко. Вообще любите такие интеллектуальные игры. Эти люди, если бы не вы, да, они бы в том лабиринте и остались, они бы никогда не вышли. А вы их просто вот выводите из лабиринта, очень будут вам благодарны. А один из этих людей просто, не знаю, чуть ли не на колени перед вами падает, вот все, спасительница, да, либо ты наш спаситель. И ну, даже как-то неудобно будет немножко, да, что вот прям акцентирует, да, и не может успокоиться. Но действительно, человек в отчаянном положении был в этом лабиринте. И, как я сказала, если бы не вы, то человек никогда бы и не выбрался из него. Действительно их спасаете. Дальше показывают какого-то очень толстокожего человека, которого вообще ничем нельзя пронять. Прям совсем ничем нельзя пронять. Кожа очень толстая. Но здесь и объяснение показано, что человеком так часто пользовались, что человеку просто по необходимости пришлось нарастить эту толстую кожу. Возможно, вы столкнетесь с таким человеком, либо услышите о таком человеке, которого вообще нельзя пронять, да, который глух к чужой боли, к чужим страданиям, к чужой беде. Но опять же, не судите строго. Здесь именно человек, которого вслепую постоянно использовали, да, разбивали сердце, вытирали об этого человека и сопли, и ноги. Вот, поэтому человек таким стал. Возможно, следует предоставить какие-то доказательства. Да? Не голословно, что вот у меня проблема, мне нужна помощь, а предоставить какие-то доказательства. Там, справки, документы, выписки, не знаю, свидетелей в конце концов.
да, тогда человек смягчится, и тогда разговор состоится, либо ситуация будет решаться. Но так показывают, да, что человеком пользовались, и поэтому кожа стала вот именно такой толстой. Дальше показывают букву В и показывают, что буква В на что-то готова. Да? Возможно, это мужчина, возможно, женщина. Возможно, это даже и не имя, а, например, должность человека. И человек на что-то готов. Да? Созрел, готов, будет действовать. Да? Либо даже упрашивать не надо, просто нужно подойти, и все случится, все получится. Тут как боевая готовность, да? Полностью готов, либо готова. Дальше показывают женщину. Женщина сидит как будто бы у окна и кого-то что-то выглядывает. А то, что она выглядывает, тот, кого она выглядывает, как будто бы на улитке едет. То есть если вы женщина и вы кого-то будете ждать, вам такой совет: не жди, живи свою жизнь, занимайся своими делами. Тот, кого ты ждешь, буквально едет на улитке, со скоростью улитки. Да, человек вам может сказать, что буду там через полчаса, а пройдет 3 дня, да, потому что на улитке едет. Ну, я, конечно, утрированно сказала, но тем не менее. Тратить время на вот это ожидание, оно того не стоит. Почему человек вам не говорит правду, ну, как бы не знаю. Может, человек сам думает, что я быстро доберусь, да, не умеет рассчитывать время. Может, еще что-то. Но вот на улитке едет. А вы, пожалуйста, не тратите время. У вас прям в запасе огромное количество времени. Вы можете очень эффективно его использовать для себя, для своей семьи, там, для своей работы. То есть вот так сидеть и ждать не стоит. Оно того не стоит. Дальше. Вот первая рыба. Видите, она как будто бы из какого-то сачка выпадает. Либо вам ее из сачка выкидывают, говорят: на, бери, это твоя рыба. Очень похоже на зарплату, похоже на какие-то обязательные как денежные платежи, да, финансовые платежи, которые вы получаете время от времени, либо ровно там в определенный срок. Это может быть зарплата мужа, либо близкого родственника, да, вот с кем вы, например, вместе живете. Но эта рыба прям падает, из сачка падает. То есть вы ее не идете ловить, добывать, а ее вам прям дают, да, дают в руки. Хороший знак, добрый для вас. Еще здесь мужчину показывают. Мужчина, который для женщины какой-то подарок, покупка, подарок. Знаете, у него прям отравленное сознание муками выбора. Он не знает, что конкретно. Он прям такой несчастный. То ли он вам подарок покупает, то ли он не знает, что конкретно нужно купить. Девочки, вы пожалейте, пожалуйста, своих мужчин. Если вы что-то ему заказывали, то вы конкретно там фотографию, сайт, размер, цвет, да, вот прям полное описание дайте, да, не мучайте его так сильно, потому что он может действительно как-то загнаться и вообще ничего не купить. Вот просто растеряется человек и ничего не купит. Вот. А у кого-то прям будет ходить, маяться головой об стенку биться и купит ровно не то, что вы хотели. Вот. Поэтому лучше все как бы ему рассказать. И если вы понимаете, что мужчина, например, сюрприз вам может сделать, либо хочет сделать, то же самое, как-нибудь подкиньте ему точное описание того, чего вы хотите. Потому что у него прям голова взрывается, он кругом, да, вот кругом все идет, еле на ногах стоит и какие-то дикие муки испытывает. Прям муки у него идут. Тут не цена вопроса, да, а именно что купить, что выбрать. Да, может, он плохо слышал, либо расслышал, там, что вы говорили, может, он позабыл. Но мужчин обычно такие вещи не интересуют, и мужчины, они в магазинах часто теряются. Вот, поэтому надо его будет как-то пожалеть. Кстати, если вдруг ну, какая-то ситуация треугольника, вдруг, да, то мужчине очень плохо, и мужчина действительно запутался, он не знает, что ему выбрать. Тут как бы достаточно обозначить свою позицию, да, и, ну, как включить зеленый свет. Все, достаточно.
Вот, может, он на свет пойдет, ему так проще будет. Но это маловероятно, конечно, но может у одного, у двух людей так отыграется. Так, еще некий человек будет предлагать вам покататься на деревянной лошадке. Причем, ну, понятно, что это не настоящая лошадь, далеко не уедешь, это как имитация. Скорее всего, речь идет про какую-то безвозмездную работу, да, безоплатную работу. То есть могут сказать, что типа это работа, мы тебе заплатим, вы работу сделаете, а вам потом скажут спасибо, дорогой человек, всего тебе хорошего, пока, да. Вот как-то так могут с вами поступить. Поэтому либо откажитесь, либо берите как минимум предоплату, да? Желательно в размере 100%. Ну, как бы 100% может и не дадут, но 50% можно, да, попросить, и это будет законно. Да, чтобы попусту не кататься на этой деревянной лошади, не тратить свои силы, энергию, здоровье за спасибо. Нет, если вы, конечно, волонтер, и в душе волонтер, и по жизни волонтер, ну как бы да, понятно. А если нет, то и не надо. Опять же, волонтерство – это порыв души, это когда помощь, да, именно тем, кто, например, не может себе помочь. Там, волонтерить можно с животными, с пожилыми людьми, там, с детьми. Но когда, например, здоровые люди просят вас какую-то работу выполнить в качестве волонтера, ну это уже как-то плохо на самом-то деле, да, так не должно быть. Так, еще показывают, что вы с какими-то женщинами встретитесь. И эти женщины, они такие ехидные, они такие странные. У них, как сказать, язык за зубами не держится. Ну, прям совсем какой-то словесный понос, да, диарея какая-то словесная поразила их двоих, троих, пятерых, сколько их там будет. Вы знаете, все начнется очень прилично, да, разговор начнется очень прилично с каких-то таких вот, ну, тем таких серьезных, да, а закончится тем, что вас прям тошнить будет от тех сплетен, которые они вот со всех сторон, каждая о своем, вам в уши кричат. Там узнаете, кто с кем спит, кто от кого забеременел, кто ворует, кто продает, кто меняет, кто там закон приступил, все узнаете, прям все. Все про всех, даже, возможно, вы этих людей не знаете, но вы про них всю подноготню узнаете. Даже мигрень может случиться у некоторых впечатлительных зрителей, да, после вот этого словесного потока. Да, не буду говорить плохо, да, это словесный поток мне идет. Поэтому очень важно вовремя попрощаться, да, с теми, с кем вы встретились. Ну, либо, не знаю, наушники нужны, да, вот такие маленькие наушники, AirPods, либо что-то другое, да, чтобы вы могли просто уйти в себя, там, в приятную музыку, но не слышать всю эту какофонию сплетен. Так, еще с правой стороны. Угу. Вы через кого-то переступите. Просто возьмите и переступите. Возможно, переступить через голову, возможно, переступить через того, кто мешал. Может быть, это даже какой-то посредник, да, но зачем вам посредники, если вы сами можете, да? Вот переступаете через человека, человек, конечно, будет недоволен, человек вам будет предъявлять, но с другой стороны, я вас поздравляю, что вы это сделаете, да, третий лишний или какой там встречный, поперечный, да, он вам никто. И почему-то мне еще показано, что вы за какую-то ручку дергаете, переступаете и за ручку дергаете, да. Возможно, некий человек был посредником, либо убеждал вас, что вы без него не справитесь, что без него вы не пройдете, что дверь без него не откроется. И вы долго в это верили, да? Жили ожиданиями, либо обещаниями. А тут вы подумаете, а зачем мне ждать, да? А кто такой этот посредник? А почему я сама не справлюсь? Просто возьмете, переступите и пойдете. За ручку дерните, двери откроются 100%. Просто обидно будет, что много времени до этого просто так потратили. Но с другой стороны, видите, это опыт. Да, вы приобрели ценный и важный опыт для себя. Так, еще кто-то попытается к вам в голову залезть.
либо что-то будут выведывать у вас, либо будут что-то внушать. И это даже может быть кто-то из близких людей, ну, родственники, например, могут быть. И могут быть люди, с кем вы, допустим, имеете связь, там, деловую, допустим, да, хитро будут лезть в голову. Но мне кажется, что у вас какой-то вот защитный механизм сработает. Да? Вот вы поймете, почему-то у вас против этого человека прям как агрессия идет. Да? Может, как-то грубо, резко скажете, либо оттолкнете этого человека. Человек действительно очень хитрый и манипулятивный. Вот. То, что у вас этот защитный механизм сработает, это здорово. Это прям замечательно. То есть это говорит о том, что никто не может и не сможет вами управлять, вами манипулировать. Вы сложный человек для манипуляции. Да? Скорее всего, вы и гипнозу не поддаетесь. Да, сложно, это очень сложно. Прям да, вы добрый, миролюбивый человек, но когда к вам лезут в голову, у вас вот этот защитный механизм срабатывает, и агрессия у вас идет, я вижу, да, это вам не свойственно, но раз так придется, то ну, вот как-то так вы ответите, да, либо оттолкнете. Дальше показывают свинью, на задних лапах ходит, чем-то себя украшает, ну, как бы свинья, она и в Африке свинья, да, чем не украшай, там на задних лапах, неважно, ты все равно свинья. Комичная какая-то ситуация. Но вы, конечно, я так понимаю, промолчите, ну, либо сделайте вид, что вы ничего не видите, но будет очень тяжело сдержаться, чтобы в голос не рассмеяться. Скорее всего, какая-то неприятная женщина вырядится во что-то там прям яркое, как шик, блеск, красота, да, бусы, перья, пух, и ну, будет себя позиционировать, что я такая модная, я такая стильная, ах, смотрите на меня, восхищайтесь мной, а вы прям еле-еле сдерживаетесь, чтобы не рассмеяться. Вы ее на видео запишите, дома потом от души посмеетесь, либо с подружками посмеетесь, почему бы и нет. Так, еще у вас тут состоится некий разговор. В этом разговоре будет затронута очень важная тема, либо совместного какого-то мероприятия, либо сотрудничества. И у вас будет своя позиция, и вам нужно придерживаться своей позиции, не идти на уступки, не идти. Вам будут либо какие-то предлагать хорошие варианты, либо даже как-то немножко продавливать вас будут пытаться, но вы нет. Вот свои позиции держитесь, вот как начнете, так и закончите, да? Ни на миллиметр не подвигайтесь, это очень важно. Сотрудничество будет успешным только лишь если будут четко выстроены границы и прописаны правила этого сотрудничества, да, тогда все будет успешно, тогда все хорошо будет. Если вы хоть где-то подвинетесь, все может очень неприятно закончиться, да, прям совсем неприятно, и даже потерями какими-то может закончиться. Ну, это как бы события будущего, понятно, да, не будем так далеко забегать, но тем не менее, не уступать. Вот есть моя позиция, я на ней стою, все. Не подвинусь ни на миллиметр. Вот так оно и будет. Это самое правильное. Дальше маленький дракон в руке. Дракон. Растет ваше мастерство, растет ваш статус, и люди уже начинают замечать вас, замечать вашу деятельность, ваши таланты, способности. И дальше будет больше. Вы очень правильно кормите своего дракона, да? Правильное питание у вашего дракона, подпитка, да? Подпитка вашего мастерства, вашей реализации. Дальше будет больше. Дракон обещает вырасти большим, очень большим. Вот, еще налетать на нем будете, на этом драконе. И, конечно, вас могут критиковать, конечно, могут там вам что-то там закидывать. Вы просто не обращайте внимания, знаете, что это завистники, да? Просто завистники либо ревнивцы, которым никогда до вас не дотянуться, никогда с вами не сравниться. Вот они, конечно, будут очень недовольны.
Так, женщина от мужчины букетик получает. Букетик небольшой, но он очень милый, он очень приятный. Возможно, у вас с кем-то симпатия, да, и мужчина вас куда-то позовет, пригласит, начнет уделять вам внимание. Ну, какие-то, знаете, вот эти первые шаги в ухаживаниях. Если вы уже давно в браке, да, либо у вас там парень давным-давно, то прям на романтику его потянет, да, возможно, действительно купит вам какой-то очень милый букетик, принесет ни с того ни с сего, и вам будет очень-очень приятно. Да, и вечер будет очень приятным, романтическим. Кстати, возможно, да, между вами вот эта рутина, которая сформировалась, если вы уже давно, она начинает исчезать, да, какие-то новые эмоции, впечатления, да, вот такое вас ждет. Ну, у кого новые отношения, если это ваша симпатия, то готовьтесь, романтики будет много. И вот прям по линии судьбы это событие, да, это вот прям приведет к тому, что вы будете по-настоящему встречаться, и у вас впереди много счастливого времени. Да, вот прямо мужчина заинтересован, женщина будет заинтересована. Хорошие, здоровые отношения показаны. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.